Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Это еженедельная информационно-публицистическая программа, концепцию которой в нескольких словах можно определить как репортерский взгляд на главные события недели. В течение ближайшего часа команда информационного канала представит вашему вниманию обзор наиболее значимых событий недели, ознакомит вас с тем, что и как говорят о нас глобальной сети интернет, а также представит краткий обзор наиболее ярких и общественно значимых публикаций республиканской газеты «Вести Чеченской Республики», а также расскажет о судьбе и жизни командира чеченского отряда мюридов легендарной Таймасхе Гихинской, и все это в рамках одной программы в течение ближайшего часа. Напомню, мы выходим регулярно по субботам ровно в 22:00, и повторюсь, что команда информационного канала не сомневается, что новости – это весьма интересно, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра. Сегодня в программе. Отчет МВД Чеченской Республики: за 3 месяца уничтожено более 50 членов незаконных вооруженных формирований. В Чеченской Республике откроется завод по ремонту крупногабаритной техники. Грозненскому нефтяному институту 90 лет. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Молодежная политика и трудоустройство лучших выпускников вузов Чеченской Республики. Об этом в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет Магомед Нухаев. В республике начнет действовать система электронных платежей. Чеченская дикая дивизия планирует штурм Схинвала. Грозный будет под видеонаблюдением. Рубрика «Ченет-Инфо» с обзором глобальной сети интернет. О первом опыте национального кинематографа, о том, какое будущее ждет чеченское кино. Тагир Салаханов в рубрике «Тема» о перспективах чеченской кинематографии. Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних, наиболее ярких и общественно значимых публикаций главной республиканской газеты «Вести Республики». Определенную известность в годы Кавказской войны получила и имя молодой девушки Таймасхи Моловой из чеченского селения Гихи. Она являлась командиром чеченского отряда мюридов и славилась потрясающей храбростью и отвагой. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о легендарной воительнице Таймасхе Гихинской. В рубрике «Экспресс-Инфо», как и обычно, сегодня представлена объективная независимая картина событий прошедшей недели. Реальная политика и экономика, свежие факты, оперативная хроника, важнейшие события и громкие заявления. 10 динамичных сюжетов о наиболее ярких событиях прошедшей недели, и каждый из них – мини-репортаж на актуальную тему. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие минувшей недели. Рустам Мугаев с обзором событий прошедших 7 дней. В законодательном плане Чеченская Республика полностью готова к проведению муниципальных выборов, запланированных на 11 октября, сообщил председатель парламента Чеченской Республики Духлах Абдурахманов в ходе рабочей встречи с главой региона Рамзаном Кадыровым. Как отметил спикер чеченского парламента, депутатами разработаны и приняты 58 законов, необходимых для проведения в регионе выборов в органы местного самоуправления. Кроме того, по словам спикера, депутатами создана вся необходимая юридическая база для полноценного функционирования Института мировых судей в Чеченской Республике. Абдурахманов сообщил, что депутаты Чеченской Республики тесно взаимодействуют с парламентариями других регионов страны, а особо тесно с представителями Южно-Российской парламентской ассоциации. Рамзан Кадыров же подчеркнул, что на предстоящих выборах чеченский народ должен проголосовать за достойных патриотов своей родины и страны, так как от этого напрямую зависит дальнейшая судьба каждого из нас. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и правительство Чеченской Республики заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили гендиректор фонда Александр Браверман и председатель правительства Чеченской Республики Адеспай Султанов. Таким образом, Чеченская Республика стала 80-м субъектом России, заключившим соглашение о сотрудничестве с Фондом развития жилищного строительства. Федеральный фонд создан на основании федерального закона от 24 июля 2008 года. Целями деятельности фонда являются содействие развитию жилищного строительства, развитию объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства, содействие созданию промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и так далее.
В понедельник министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов доложил главе региона Рамзану Кадырову, что в ходе спецоперации, начавшихся 20 апреля, в общей сложности уничтожено 53 боевика и более 60 их пособников задержано. По его словам, почувствовав безысходность своего положения, террористы попытались дестабилизировать ситуацию в регионах Северного Кавказа, в том числе совершив несколько несостоявшихся покушений на официальных лиц. Однако скоординированные действия правоохранительных органов Чеченской Республики, Ингушетии и Дагестана позволили нейтрализовать угрозу. В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что какие бы результаты не были достигнуты в Чеченской Республике, если в соседних регионах будут проблемы, спокойствия не будет. Он поручил силовикам усилить работу на границе Чеченской Республики и Республики Ингушетия, а также предложил разработать новую тактику противодействия боевикам. В ближайшее время 50 молодых семей из Чеченской Республики станут обладателями новых квартир в элитных домах Грозного. Новое жилье будет предоставлено семьям молодых специалистов из числа врачей и учителей. Об этом сообщил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на заседании правительства. Глава республики поручил председателю Республиканского комитета по делам молодежи Нуриду Бархаджиеву составить списки молодых семей для последующего вручения ключей от жилья. По словам президента, успех любого общества напрямую зависит от духовно-нравственной составляющей молодого поколения, и потому приоритетной задачей руководства республики должна стать поддержка молодых людей. 20 июля стало известно, что на базе завода «Трансмаш» в Грозном группа «ГАЗ» откроет ремонтный завод крупногабаритной техники. Вначале группа «ГАЗ» будет поставлять в республику дорожно-строительную технику, экскаваторы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, асфальтоукладчик, автобетоносмеситель, а также самосвалы, тягач «Урал» и автобусы марок «ПАЗ» и «КАУЗ». В перспективе часть этой техники будет собираться в Грозно. Поставкой в республику комплектующих изделий также займется группа «ГАЗ». Первые результаты ожидаются уже через полгода. Введение в эксплуатацию ремонтного завода не только значительно сократит затраты республики на вывоз из региона техники для ремонта, а также создаст дополнительные рабочие места, но и позволит ремонтировать специализированные машины соседних республик, что принесет в бюджет дополнительные средства. В течение ближайшего времени в республике будут сформированы специальные группы для выполнения работ по разминированию сельхозугодий. Об этом на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым сообщил руководитель Главного управления МЧС по Чеченской Республике Руслан Яхьяев. По его словам, договоренность о создании данных спецгрупп республики была достигнута с Министерством чрезвычайных ситуаций России. Как отметил Яхьяев, из-за того, что большие площади земель находятся в зоне риска, сельхозпредприятия не могут в полной мере их использовать. Работу по разминированию сельхозугодий будут вестись по так называемому сплошному методу с использованием спецтехники. Рамзан Кадыров подчеркнул необходимость решения данного вопроса в кратчайшие сроки. В ходе встречи глава республиканского МЧС также доложил, что фирма «Югзащита» определена подрядчиком разработки основного паспорта безопасности Чеченской Республики. В нынешнем году в Чеченской Республике предполагается ввести в эксплуатацию 16 мостов республиканского значения и более 167 километров автомобильных дорог. В числе планируемых к сдаче объектов мост на 10-м километре автодороги Шали-Автуры-Курчалой, а также мост на 29-м километре автодороги Новогрозный-Курчалой-Мескер-Юрт длиной 119 погонных метров. Такие данные были приведены на встрече председателя правительства Чеченской Республики Одесса Байсултанова с министром автомобильных дорог Республики Абубакаром Тумхаджиевым. Касаясь темы восстановления автодорог, министр отметил, что в настоящее время ремонтно-восстановительными работами охвачены дороги по 62 направлениям. Главным успехом в работе строителей министр назвал ремонт горной дороги, ведущей в Шатойский район. Председатель правительства Чеченской Республики Одесса Байсултанов провел выездное совещание Министерства здравоохранения Чеченской Республики. Глава Кабинета министров интересовался работой ведомства в сфере здравоохранения и обстановкой в медицинских учреждениях. В своем докладе министр здравоохранения Чеченской Республики Муса Ахмадов отметил, что реализация республиканских и приоритетных национальных проектов идет в соответствии с намеченными планами. Заработная плата во всех лечебных учреждениях выплачивается своевременно. В сотрудничестве с федеральными управлениями здравоохранения у чеченской стороны имеется полное взаимопонимание, имеются совместные проекты, реализация которых намечена к тому сроку, когда финансирование перейдет на муниципальный уровень. Грузинский нефтяной институт имени академика Миллиончикова готовится отметить свой 90-летний юбилей. Об этом сообщил на встрече с председателем правительства Чеченской Республики Одессом Байсултановым ректор Грозненского государственного нефтяного института Хасан Таймосханов. В связи с юбилеем в институте запланировано проведение масштабного мероприятия. Для этого правительству Чеченской Республики уже выделены необходимые средства.
Торжества по случаю юбилея намечены на осень 2010 года. На встрече Хасан Таймасханов доложил также о положительном решении вопросов по финансированию строительства Дворца спорта и главного корпуса нефтяного института. Гродненский государственный нефтяной институт имеет богатую и славную историю. В свое время этот вуз был известен не только в бывшем Союзе, но и во всем мире, так как выпускники института работали на многих зарубежных нефтяных предприятиях. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель правительства Чеченской Республики Одесс Байсултанов приняли участие в собеседовании с выпускниками вузов Чеченской Республики, ставшими участниками президентской программы по трудоустройству. Как известно, руководством республики приоритетным направлением обозначено трудоустройство лучших выпускников вузов, а также лидеров молодежных организаций. В этом году были определены 360 молодых людей из числа активистов. В этой связи, по поручению президента Кадырова, Министерством образования и науки Чеченской Республики совместно с Комитетом правительства Чеченской Республики по делам молодежи образована специальная комиссия по проведению собеседования. Возглавил ее первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Ходжа Ахмед Халадов. В работе комиссии приняли участие также и представители администрации президента Чеченской Республики, ряда министерств и ведомств республики. В ходе встречи с выпускниками Рамзан Кадыров отметил, что молодые люди должны относиться к своим обязанностям с большей ответственностью и быть всегда в авангарде. Чеченская республика избавилась от следов войны, давно перешла от этапа восстановления к этапу устойчивого социально-экономического развития. Но нельзя забывать о том, что в какие бы времена мы ни жили, всегда будет новое поколение, всегда будет остро стоять вопрос молодежной политики. Ее задача сегодня – это создание условий для развития и реализации способностей и потенциала молодого человека не только в своих собственных интересах, но и в интересах общества и государства. Молодежная политика и трудоустройство лучших выпускников вузов Чеченской Республики. Об этом в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет Магомед Нухаев. Нынешний 2009 год в стране объявлен Годом молодежи. Наиболее знаковые мероприятия, проводившиеся в регионах, напрямую связаны с молодыми людьми. «Дорогу молодым» – такой лозунг моден сейчас в России. О подрастающем поколении неустанно говорит и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В республике вообще в последние годы уделяется огромное значение молодежи. У нас действует Комитет правительства Чеченской Республики по делам молодежи, существует молодежный парламент, десятки общественных молодежных движений и, главное, действует ряд президентских программ по поддержке молодых семей, юных дарований, программа трудоустройства молодых и прочее. Рамзан Кадыров, кстати, самый молодой президент в России, один из немногих, кто первым стал уделять огромное внимание нашей молодежи. По мнению главы региона, будущее республики зависит именно от них, и потому поддержка молодым должна оказываться на государственном уровне. Кандон, министр духович Баккайла, зампредседатель правительства Баккайла, глава района Баккайла, Кани, что я говорю, Кани. Я хочу чуть-чуть так самадик дать. Вы не знаете, войн кидать. Так, вы дин дош дорман, 100% сидишь, и на кведон, десятки миллионов лет. А вы дона, молодежь, на удородую хаха, вы гей так говорите, молодежь, дон. Тундерас, окей, хаусаус, угди первый качество, зеле дон. Сюнга нохчал мелду дон, иман мелду. Хаус, возле направления хуже, чем дона. Из-за шик амдиш, я мохбиш, я диндиш, ола. Сюда нагос русу дон, дел дон, дон. Традицию поощрять лучших студентов ввел первый президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров. В 2003 году он отметил денежными премиями несколько десятков обладателей красных дипломов. Со временем эта традиция немного трансформировалась. Вместо традиционных подарков и денежных премий отличников стали приглашать на работу. 5 лет назад из числа выпускников-отличников впервые в республиканские административные структуры было трудоустроено 65 человек из числа молодых людей. Сегодня же в условиях последствий мирового финансового кризиса и повальной безработицы в стране, Чеченская Республика вновь выделилась. В нынешнем году ожидается, что отличившиеся выпускники получат работу в различных ведомствах в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Молодежь дон съедон. Призывать любого везде. Бог ахига. Дон. Шей голос хлита. Дон. Вы давно дона. Кани хилю. Вы ирси дехер ду хочу адон. Закон ларди ду хочу ак вы конституция ларди.
Молодежная политика не может развиваться по моделям, противоречащим общей концепции государства в области социального управления, ее приоритетам и механизмам. Когда расширяется перспектива самостоятельного выбора жизненного пути молодым, для молодежной политики становится приоритетной поддержка самореализации молодого поколения. На федеральном уровне проектный подход стал разрабатываться при формировании стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, и эта линия получила свой мощный импульс. Эффективная реализация молодежной политики должна быть предметом заботы не только руководителей регионов и муниципальных образований, но и общественных структур бизнес-сообщества. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая на заседании Государственного совета по теме развития молодежной политики в России, а затем повторился на встрече с молодыми представителями «Единой России». Он подчеркнул важность поощрения инициатив молодежи в сфере науки и техники, создания условий для развития новых идей. Нам нужно думать и о том, чтобы вовлекать молодежь не только в бизнес-практике, создавать предприятия, на которых молодежь будет работать, но и активнее включать их в политическую и общественную жизнь. Я предлагаю установить во всех субъектах федерации единый возраст по избранию в представительные органы муниципальной власти, муниципальных образований. Я думаю, что любой гражданин, который достиг 18-летнего возраста, должен иметь право, должен получить возможность быть избранным в этот муниципальный орган. Российский президент отметил необходимость разработки программ по поддержке молодежи на уровне субъектов федерации, при этом затронув проблему употребления спиртных напитков, наркотиков и, конечно, курения среди подростков. Глава государства указал на необходимость усиления ответственности за продажу алкогольных напитков подросткам, принятия мер для развития спорта, популяризации здорового образа жизни. Это заявление для Чеченской Республики стало наиболее интересным. Слушая главнокомандующего, мы невольно проводим параллель между политикой Медведева и политикой Кадырова. Многочисленные инициативы Рамзана Кадырова, кажется, получили долгожданное продолжение в современной России. Чечня в последнее время стала будто примером для подражания. Не успели мы избавиться от игорного бизнеса, как в стране позакрывали все крупные казино. Стоило нам ограничить продажу алкогольной продукции, как тут же нашлись последователи. Монополия на спирт и борьба с пьянством стала вновь темой номер один для федеральных властей. В начале года Кадыров высказал предложение, что было бы неплохо внедрить в стране еще один приоритетный нацпроект о духовно-нравственном оздоровлении общества, несмотря на то, что в самой республике уже несколько лет действует подобная президентская программа. И опять в точку. Кремль всерьез взялся за решение данной проблемы. В среду премьер-министр России Владимир Путин включил в стратегию государственной молодежной политики в Российской Федерации проект «Гражданин России», рассчитанный на молодых людей от 14 до 30 лет. Основной целью проекта является развитие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. Его реализация направлена на формирование таких качеств молодых россиян, как патриотизм, толерантность и уважение к представителям другой культуры, духовное развитие и высоконравственное поведение. Еще одной сенсационной новостью прошедшей недели стало сообщение о том, что Медведев положительно отнесся к предложению введения в учебных заведениях религиозных предметов и нахождения в армии и на флоте священнослужителей. Этого, пожалуй, никто не ожидал, тем не менее факт остается фактом. Их реализация поможет укрепить моральные, духовно-нравственные основы нашего общества, укрепить единство нашего многонационального и многоконфессионального государства. Решение главы государства уже нашло поддержку в ряде субъектов России. Положительно на нововведение отнеслись как граждане и политики, так и религиозные деятели и деятели культуры страны. Введение этого предмета в школах это не просто, так сказать, разрешение. Это кровная необходимость. Больше того вам скажу, это вопрос национальной безопасности. Если нет основы, если нет иммунитета нравственного, если он не воспитан с детства, вот эта вся зараза, она попадает в абсолютно беззащитное существо, вот в душу, которая совершенно открыта к восприятию всего. И, к сожалению, она воспринимает именно то, что в результате превращает ее в исковерканное существо.
Принятое Медведевым решение сейчас находит поддержку, а еще несколько лет назад, когда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о подобном намерении, представители российских и иностранных СМИ, а также отдельно взятые политики во весь голос заявляли, что Кадыров тем самым пытается вернуть республике режим шариата. Если следовать логике таких людей, то в ближайшие годы в стране будут введены шариатские законы. Согласитесь, даже для самого последнего пессимиста это звучит смешно. Сегодня без поддержки молодежи никак нельзя. Каждый здравомыслящий руководитель понимает, что без подрастающего поколения не может быть будущего ни у одного народа, даже самого стойкого. Некоторые критики еще недавно считали, что наша республика слишком много внимания уделяет молодежи и выделяет ее в отдельный аспект, но сейчас мы видим несостоятельность тех прогнозов, и нашему примеру сегодня последовала вся страна. А что может быть лучше этого? Вопрос молодежной политики наравне с нравственным оздоровлением общества стал национальным приоритетом, и без него у нас нет достойного будущего. Сегодня в республике уже начала свою работу специально созданная комиссия по трудоустройству молодых специалистов. Путем собеседования из выпускников вузов члены комиссии отберут самых-самых и внесут их фамилии в банк данных, а уже на следующем этапе счастливчики получат возможность без проблем трудоустроиться. Завет Эдукадона из в первую очередь образование, культура, спорт, халайбарьер, вайдона, magic, университет, институт, вайдона, спортзал, вайстадионш, ущайг, юзхиларьер, Ахдона, здоровое общество, дунянчах, достойное место занятий рядом, и цундона, заветно мечтаю, коучиш, хадошлу, таган, ждик дешер, изат хон юхгамбу, иза вайдона, политики дан проводимые дан им начатым первым президентом дан из-за достижения он дальше тагана Одного мета, основной момент, акцент на образование еще. Одним из ярких примеров успеха проводимой в регионе молодежной политики является и сам президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, активная деятельность которого давно дала ощутимые результаты. Чеченская Республика избавилась от следов войны и давно перешла от этапа восстановления к этапу устойчивого развития, но нельзя забывать, в какие бы времена мы ни жили, всегда будет новое поколение и всегда будет стоять вопрос молодежной политики. Ее задача сегодня – это создание условий для развития и реализации способностей и потенциала молодого человека. Не только в своих собственных интересах, но и в интересах общества и государства. Молодежная политика сегодня должна служить главной цели – спасению страны. Ранец знаний, духовности и нравственности нынешних и будущих поколений пока еще в наших руках. Хорошей молодежи нет там, где нет хороших стариков. А потому пора действовать. Старшее поколение должно научить подрастающее, чтобы они не повторяли их ошибки. Что говорят о нас в виртуальном киберпространстве? На прошлой неделе, оказывается, говорили о том, что в республике начнет действовать система электронных платежей, что Дикая дивизия планирует штурм Цхинвала, Грозно будет под видеонаблюдением, и о том, что в Чеченской Республике из общего числа проверенных более 67% больны туберкулезом. Об этом и не только в обзоре событий глобальной сети интернет. Рамзан Кадыров предложил Дмитрию Медведеву провести амнистию женщин и детей, осужденных в ходе проведения контртеррористической операции. Как сообщает сетевой ресурс газеты «Ведомости», вопрос об амнистии обсуждался на встрече президента России и Чеченской Республики 22 июня текущего года. По сведениям, в среду поручение проработать этот вопрос поступило в Госдуму. Сообщается, что Кадыров намерен объявить амнистию для женщин и детей, осужденных за нетяжкие преступления. По некоторым данным, в колониях и тюрьмах Российской Федерации находится до 500 женщин и до 100 несовершеннолетних из Чеченской Республики. В связи с поручением первый зампред Комитета по безопасности Госдумы Михаил Гришенков отметил, что вопрос амнистии на Кавказе актуален. Единорос уверен, что Национальный антитеррористический комитет, который будет участвовать в проработке вопроса, докажет ее необходимость на положительных результатах предыдущих амнистий. С января 2010 года в Чеченской Республике начнет работать система электронных расчетов, действующих на территории всей Российской Федерации. Как сообщает ряд интернет-ресурсов, об этом президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову доложил во вторник председатель Национального банка Чеченской Республики Султан Тагаев. В настоящее время в системе полевых учреждений Банка России, находящихся на территории республики, проводятся подготовительные работы и мероприятия организационно-технического направления. В
Сетевики утверждают, что с головным офисом банка удалось добиться утверждения первоочередного плана мероприятий по налаживанию системы электронных расчетов. Она начнет свою работу на базе полевого банка, который дислоцируется в черте города Грозный. Отмечается, что на данный момент Чеченская Республика является последним субъектом Российской Федерации, который не подключен к электронной системе платежей. Практически всю неделю сетевые ресурсы говорили о том, что в Чеченской Республике начала свою работу первая анимационная студия. Отмечалось, что студия уже готовится к съемкам полноценного мультфильма на чеченском языке. Сообщалось и о том, что недавно студия приобрела одну из лучших в мире систем по производству мультфильмов. Оборудование закуплено региональным общественным фондом имени Героя России Ахмадхаджи Кадырова. По словам исполняющего обязанности директора предприятия Магомеда Эльгараева, первый чеченский мультфильм, рассчитанный не только на детскую аудиторию, но и на взрослых, выйдет на экраны уже в конце сентября. Ожидается, что первый мультфильм будет посвящен жизни, быту, культуре и обычаям чеченцев. Экспертную оценку сценариям будущих мультфильмов на предмет их соответствия религиозным и национальным нормам будет давать специально созданная комиссия в составе представителей муфтията республики. В целях соблюдения общественного порядка на улицах столицы Чеченской Республики в скором времени будут установлены камеры видеонаблюдения. Об этом во вторник заявил интернет-ресурс администрации города Грозный. По словам главы администрации Муслима Хучиева, до 10 августа на всех коммерческих и административных объектах столицы будут установлены камеры видеонаблюдения, что должно привести к повышению безопасности и соблюдению общественного порядка. Как отметил градоначальник, в первую очередь наблюдение будет установлено на объектах образования, здравоохранения, культуры и в иных местах массового скопления людей. По мнению Хучиева, такая мера станет сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей общественного порядка и уменьшит количество административных правонарушений граждан. Сообщается, что установка камер наружного видеонаблюдения рекомендована всем коммерческим объектам города. Сетевое издание «Кредкард» сообщает, что эмиссия банковских платежных карт в чеченском филиале Россельхозбанка по состоянию на июль 2009 года превысила 17 тысяч единиц. При этом сетевое издание отмечает, что на территории Чеченской Республики в общей сложности расположено всего лишь 25 отделений Россельхозбанка, 43 банкомата и 12 операционных касс. Появление в республике системы электронных платежей сетевики увязывают с тем, что Россельхозбанк увеличивает темпы эмиссии пластиковых карт для своих клиентов во всех регионах России. Так, к началу июля текущего года количество карт, выпущенных Ульяновским региональным филиалом, превысило 7 тысяч. Хакасия и Нижегородские региональные филиалы Россельхозбанка перешагнули рубеж в 2000. Еженедельная эмиссия банка составляет 6 тысяч платежных карт. Сообщается, что Россельхозбанк располагает второй по своим масштабам в России филиальной сетью, в состав которой входит 78 региональных филиалов и около 1500 отделений. Оборот розничной торговли в Чеченской Республике в 2008 году составил 2218,5 миллиона рублей или 128,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Об этом на днях в виртуальной сети интернет сообщил министр экономического развития и торговли Чеченской Республики Абдулла Магомадов. Как сообщает интернет-ресурс межрегиональной газеты «Северный Кавказ», такая же динамика роста оборота наблюдается и в первом полугодии 2009 года. Магомадов отметил, что в целях сокращения пути товаропродвижения от поля до прилавка и развития оптовой торговли республики в структуре Министерства экономического развития и торговли в нынешнем году по республиканской целевой программе будет восстановлен ГУП «Плод-овощторг» мощностью 6250 тонн. Данное предприятие будет закупать напрямую у местных сельхозпроизводителей широкий ассортимент плодоовощной продукции и реализовывать его в регионе с минимальной наценкой. В Чечне из общего числа проверенных более 67% больных туберкулезом. Если по стране в ходе первичных профилактических осмотров выявляется более 70% больных с запущенными формами туберкулеза, то уровень выявленных больных по Чеченской Республике составляет более 67% от числа проверенных. Эти цифры, как отмечает ИА «Грозный информ», были озвучены в ходе заседания Межведомственной комиссии при правительстве Чеченской Республики по борьбе с туберкулезом, на котором рассматривались вопросы повышения ответственности руководителей всех рангов в работе по противодействию и профилактике туберкулеза. В ходе заседания было отмечено, что без помощи руководителей республиканских министерств и ведомств медики не в состоянии решить все вопросы реализации республиканской целевой программы по борьбе с туберкулезом. В этой связи, отмечает агентство, на заседании было принято решение донести до руководителей учреждений и администрации районов решение комиссии о необходимости активизации профилактики и борьбы с туберкулезом. В
ходе футбольного матча «Зенит-Терек», который проходил в Чеченской Республике, одну из петербургских журналисток вывели в Грозном из ложи прессы. Представителям местных властей показалось, что она одета слишком смело, сообщила одним из первых сетевое издание «Фонтанка». Тема была моментально подхвачена рядом сетевых изданий и практически всю неделю не сходила со страниц интернет-изданий. Тема муссировалась и обсуждалась также и во всевозможных журналах и блогах глобальной сети интернет. Представленный диапазон мнений был широк, от негодования и предложений подать в суд на действия чеченских болельщиков до всеобщего осуждения фривольного поведения журналистки. Тем не менее, в итоге сетевики сошлись на том, что, как ни крути, в чужой монастырь со своим уставом все-таки не ходят. На этой неделе ряд сетевых изданий байкерских клубов сообщили о том, что к годовщине событий в Южной Осетии из Москвы в Цхинвал стартует мотомарш байкеров. Мотопробег «Москва-Цхинвал-2009» имеет статус международного и стартует из Москвы 3 августа. По словам его организаторов, планируется, что в пробеге примет участие и мотоклуб «Дикая дивизия», объединивший байкеров из Чеченской Республики. Клуб «Дикая дивизия» появился в республике летом 2007 года. История клуба пока коротка, но по традиции в ежегодном клубном пробеге «Грозный-Москва-Грозный», посвященном памяти первого президента Ахмадхаджи Кадырова, принимают участие более десятка мотоциклистов. Летя по российским дорогам, байкеры везут флаги с чеченской символикой. Лозунг «Дикой дивизии» «Все чеченцы за мир и межнациональную дружбу». В недалеком будущем члены клуба планируют провести массовый мотослет в горной части республики у легендарного озера Кизиной-Ам. Как сообщает сетевое издание Центрального административного округа Москвы ЦАО «Информ», на этой неделе в префектуре округа прошла встреча префекта Александрова и представителей администрации города Грозный, которые привезли в Москву ряд идей, нуждающихся в поддержке столичных инвесторов. Сетевики отмечают, что представленные проекты, которые гости попросили презентовать широкой публике и потенциальным инвесторам, префект счел интересными и достойными внимания. Как сообщает издание, после завершения встречи зампрефекта округа Литошин пообещал, что если московские бизнесмены заинтересуются представленными бизнес-проектами Грозного, то префектура организует чартерный авиарейс в Чеченскую Республику, где коммерсанты на месте смогут оценить привлекательность объектов. Отмечается, что округ уже не первый год тесно сотрудничает с республикой в рамках соглашения между регионами. Однако до сих пор совместные проекты касались в основном культурной и гуманитарной сфер. Чеченское кино. Что оно может рассказать миру о чеченцах и что оно может дать самим чеченцам? О первом опыте национального кинематографа, о том, какое будущее ждет наш чеченский кинематограф, рассуждают патриархи и представители новой волны национальной кинематографии. Тагир Салаханов в рубрике «Тема» о перспективах развития чеченского кино. В мире кино случается всякое. Здесь происходят самые большие чудеса. Животные умеют говорить, человек умеет летать и превращаться в кого угодно, а ребенок ловит преступников. Кинематограф был изобретен в XIX веке братьями Люмьер и стал крайне популярным уже в веке XX. Слово «кинематограф» от греческого означает «движение», «изображение», то есть отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Влияние кинематографа на культуру и искусство бесспорно. Высказываются даже предположения о значимости влияния кинематографа на политику и экономику. Во многих странах киноиндустрия является значимой отраслью экономики, например, в таких как США, Индия, Бразилия, Аргентина. Производство кинофильмов сосредоточено на киностудиях. Фильмы демонстрируют в кинотеатрах, по телевидению, распространяются на видео в формате видеокассет и DVD-дисков. Углубляясь в эту тему, невольно возникает вопрос, может ли быть хорошая киностудия в Чеченской Республике и какие плюсы получило бы чеченское общество в этой неизведанной сфере. На эту тему мы побеседовали с известным чеченским актером Мусой Дудаевым, сыгравшим свою первую роль в советском фильме «Белое солнце пустыни». Тогда Мусе было 32 года. Все запомнили чеченца в образе красноармейца Рахимова. Документальные фильмы, художественные фильмы, историко-художественные фильмы, историко-документальные, ну, все можем. И клипы, и рекламные фильмы. Все входит туда, чем будет заниматься киностудия. Для этого учреждается устав, регистрируется в Минюсте Чеченской Республики. Называется эта киностудия, как хотите, называйте. Все, киностудия есть. Мне нужны деньги и специалисты. Специалисты есть, скажем, вы есть, оператор есть. Ну, примерно я говорю, профессиональный оператор. Идите сюда ко мне на киностудию. Я заключаю с вами договор. Вот снимается
этот фильм, вот сценарий. С какой стороны ни смотри, но чеченское кино – отличный способ заявить о себе по всему миру, довести до людей культуру, обычаи и традиции чеченцев. Да и просто доказать, что нет такой сферы, где чеченец не смог бы проявить себя как грамотный специалист. Ведь есть же в числе наших соотечественников лучшие врачи, хирурги, адвокаты, руководители крупных компаний. Так пусть же вся планета знает, что чеченец – это прежде всего дружелюбный, гостеприимный человек, который чтит свою религию и уважает старших. Открыв свою киностудию и снимая фильмы об истории чеченского народа, о его самобытности и, конечно же, о прекрасных реалиях сегодняшнего дня, мы не только сохранили бы историю для подрастающего поколения, но и стали бы частью мира большого кино, лишний раз подчеркивая этим, что чеченское общество стало на путь созидания и процветания. Уж не обижается на меня никто. Если он хочет снимать фильм, у него есть деньги, чтобы не якать, что я снял фильм, я сделал. Пригласи специалистов. Ты в титрах будешь обозначен. Это твой фильм, это твоя студия, это все то. Но вот если мы будем наводнять республику частными студиями и всякими клипами, рекламными клипами, называя их фильмами художественными, то мы скорее убьем вкусы, эстетические нормы киновосприятия у зрителя. Не то, что, скажем, духовные нормы. Чеченская республика последние десяток лет была центром внимания мирового общества в плане 2 кровопролитных войн, развития терроризма и разгула ваххабизма. В течение этих 10 лет слово «чеченец» и «Чечня» всегда было тесно связано с бандитизмом и жестокостью. Даже в фильмах, снятых российскими режиссерами, образ чеченца всегда представлялся в виде дикаря, который, кроме как резать и стрелять, ничего собственно и не умеет. Все мы прекрасно помним, как нелегко приходилось чеченским студентам, учащимся за пределами Чеченской республики, быть под прицелом пристального внимания со стороны милиции и спецслужб, когда при этом не было ни малейшего намека на причастность к участию в НВФ и в то же время учиться в вузе. Нужно сказать, что чеченская молодежь прошла все, что в жизни может случиться страшного и негативного. Но, как говорил великий прорицатель, мудрец и пророк царь Соломон, все проходит, и это пройдет. Так и произошло. Прошла война, Чеченская республика вернулась к мирной жизни и расцветает всеми красками. Однако стереотип чеченца, заложенный в умы граждан нашей страны посредством кино, все же лечится не сразу, а лишь постепенно. Нету сегодня сильнее рупора, чем кино. Средства, техника, само кино со дня его создания захватило все. Глаза, уши, все. Целых миллионного населения всех стран мира. Так давайте использовать его во благо республик, во благо своего народа. Создадим хорошие образы. Не надо придумывать чеченца. Он есть, он исторически есть. Он интернациональный, он человеколюбивый. Он благонадежный. Если ему доверяют, если его не предают. Так давайте такой образ в определенных ситуациях, психологическое развитие. Будем вот такие образы создавать и миру покажем. Первый чеченский фильм «Хиро. Отчуждение» стал началом новой истории в мире чеченской киноиндустрии. Продюсеры фильма Беслан Терикбаев и Заур Вакуев, которым и принадлежит авторство данного проекта, считают, что именно таким способом мы можем исправить неправильное представление о чеченском народе. Начальник шпац, они не знают, как это. Чеченцы, да? Местные чинуши. Не, да, чеченцы, да. Фильм снимаете? Ну да, фильм снимаю. Даже... Это у него в голове не укладывается. Да, не укладывают. Они думают, что мы только... Да, что мы умеем только убивать и строить. Да, и мадриться. Беслан и Заур являются студентами Астраханской государственной медицинской академии. Как рассказывает Беслан, подготовку к съемкам «Отчуждения» они начали еще в 2006 году. Беслан и Заур приехали в Грозный в поисках талантливых ребят. Так они и познакомились с Денисом Табаевым, композитором-аранжировщиком, эстрадными исполнителями Ахмадом Джабраиловым и Миланой Балаевой, а также с вице-мисс конкурса «Краса Чечни-2006» Джанорой Хазуевой. Что касается режиссуры, то этим занимался наш бывший соотечественник, ныне гражданин Голландии с необычным именем Берс Эдис.
Профессии режиссера он обучился в Голландии. Картина, как сообщают проспекты, относится к категории профессиональных. Снималась она в Астрахани 3 месяца. Уже в августе 2007 года все съемочные работы были полностью завершены. Кинематограф, как в любом мире, первый инструмент воздействия на умы. На сегодняшний день искусство номер 1. Да, тахан лишь дина вай национальная киноиндустрия вай даюча, вай тан атхардар на такой бейшдаться молодежь. На них воздействовать, например. Дицарх, декку масана гилк шейцар хаз кино, цей скрытый смысл, я гайча хаж интересно, я уж бешен. Они бы восприняли, чем по телевизору будут годами один сидеть, самого даются, но это, говорит, надо так, надо. Ну, неинтересно молодым, они интернет любят и фильмы. Правильно? Поэтому лучше всего, да, выражать это. Да, а поток мусора, вот это кино, действие моется, вот эти сериалы, они развращают молодежь, постоянно главный актер курит, пьет, там, это считается, там, это кидает, там, это нормально у них, да? И это возведено в ранг подвига. Да, ранг подвига, и они считают, что это, да, романтика какая-то, я не знаю. Да, там, и сосвой, да, смелой, он дачвой Россию, да, мы не можем запретить. Но мы через свое искусство показать можем. Хотя бы один фильм в год, если мы противовес будем ставить, который в нашем фильме будет толерантность, не будет никаких, например, российские недобросовестные режиссеры, Швейхель, кинош, нацизм полным показывает нас дебилоидами с огромными вот этими бородами, бегают по всем горам и делают только зло. А истинных чеченцев, которые действительно героев, например, там замалчивают в лучшем случае. Да, там Духмабайлович, и строители, и руководители наши, и поэты, и человек, который придумал вот этот мотор внутреннего сгорания, когда радар, видите, соответствовал машины. Это чеченец придумал? Да. Нохчичу придумал. Сотовые телефоны созданы на базе открытия чеченцев. Да, конечно. Да. Самый молодой доктор медицинских наук России чеченец, например. Самый молодой герой России чеченец. Да. На вопрос о том, что было для них самым трудным во время съемок, Беслан отвечает, что нелегко было одновременно учиться азам актерского мастерства, организовывать съемочный процесс и сдавать сессию в Астраханской государственной медицинской академии. Это не для того, чтобы там что-то... Нет, если бы я рассчитывал деньги на это, меня дома ругают. Меня все, Карин, чохцохуич, семья его, там, кивержи, там, иду, Карин, док, что, ицон хуич, док, дал свидетель, копеек, тунцуна, хулушят, это очень дорогое удовольствие. Да, кино это дорого. Очень дорогое удовольствие. Классное кино, то тем более. Да, но тем не менее, дуэлся дича, сам хердац. Харвай гук, нохчей чуар, тал, что сам дуэлся дина, иза хердацер. Чеченский кинематограф делает свои первые шаги, но у него есть все предпосылки для успешного развития. Опытные старое поколение, талантливая и патриотичная молодежь и руководство республики, которое понимает, что лучше нас самих о нас никто не знает. Следовательно, донести до мира истинный образ чеченца дано только им самим. Вот сидит, кто бы ни был, сытый, довольный человек, кушает, стол у него, и он куда смотрит, смеется. Ха-ха-ха-ха, весь такой, заразительно. 5 минут, 6 минут смеется, он заражает, и мы начинаем смеяться. Потом кадр потихоньку переходит на лед, на котором барахтается голый ребенок. Он с этого ребенка смеется. Какая сила кино. Мы сразу поймем его внутренний мир. С первого дня своего основания и с первого номера коллектив газеты «Вести Республики» следует в фарватере политики и главных ориентиров, намеченных чеченским руководством. Газета неизменно выступает проводником и сторонником всех инициатив президента Чеченской Республики, направленных на кардинальное переустройство чеченского общества. Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты.
Начиная с того времени, как в Ингушетии было совершено покушение на президента Юнусбека Евкурова, в СМИ и в интернет-сообществе дискутируется вопрос о системе власти в Чеченской Республике и особенностях политики президента Рамзана Кадырова. Так начинается статья «Особенности власти», опубликованная в одном из номеров газеты «Вести Республики». Автор материала задается вопросом, отличается ли политика на Кавказе от общероссийской, и если да, то чем именно. И тут же отвечает, что по большому счету не отличается, так как в Чеченской Республике созданная функционирует система власти, основанная на действующей Российской Конституции. Тем не менее, автор материала отмечает, что хоть какая-то разница все-таки есть. К примеру, хотя бы тот факт, что в Чеченской Республике властная модель изначально создавалась и функционирует в экстремальных условиях, что называется, на пределе своих возможностей. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в силу обстоятельств чеченский президент вынужден одевать камуфляжную форму, ходить в народ и напрямую общаться с жителями республики не в кабинете, а где-нибудь на улице или строящемся объекте. Отмечает автор еще одну особенность. Если распоряжения российского президента могут утонуть в море бюрократических согласований, то любое распоряжение Рамзана Кадырова выполняется с максимально возможной быстротой и точностью. По мнению автора публикации, секрет эффективности чеченского президента достаточно прост. В его основе лежит опора на чеченское общество в сочетании с поддержкой со стороны федерального центра и постоянный жесткий контроль за деятельностью республиканского государственного аппарата. Автор материала утверждает, что это вполне достаточно, чтобы контролировать ситуацию в Чеченской Республике, и заключает, что в собственности наличие поддержки центра собственной ресурсной базы и связи с чеченским обществом позволяет Рамзану Кадырову стоять над республиканской бюрократией и создавать эффективный механизм власти. Более того, система власти Чеченской Республики демонстрирует хорошую устойчивость и жизнеспособность. Мусульманский Петербург. Иван Переетенец, внешкор газеты «Вести Республики» в Санкт-Петербурге в статье «Мусульманский Петербург» рассказывает о мусульманских традициях города, который в свое время задумывался как некое окно в Европу. Автор материала совершает краткий экскурс в историю города и знакомит читателей с мусульманскими традициями Петербурга, органично вошедшими в историю. Первые мусульманские поселения, рассказывает автор, появились в Петербурге в начале 18 столетия. Это были выходцы из Кавказской губернии, из Уфы. Татарские и башкирские строители работали в центральной части города. Постепенно сформировалась татарская слобода. Память об этом хранит Татарский переулок, расположенный на улице Петроградская. Автор отмечает, что в Петербурге еще в эпоху Николая I приглашались на службу и мусульмане с Кавказа. Здесь и была сформулирована дивизия под названием «Кавказская». Напомним, что в данном случае речь идет о знаменитой Дикой дивизии, одной из элитных частей российской императорской армии, сформулированной 23 августа 1914 года. Как известно, в дивизию в составе 2-й бригады входил чеченский конный полк. Рассказывает автор материала о соборной мечети Петербурга, которая была возведена в 1910 по 1920 годы. Это уникальное по своей красоте сооружение совмещает в себе традиции северного модерна и среднеазиатской архитектуры. Первое богослужение еще в недостроенном храме было проведено в 1913 году в честь юбилея династии Романовых. Сегодня в мечеть ходят русские, чеченцы, татары, башкиры, ингуши и все, кто испытывает в своей душе интерес к этой религии. Тем самым продолжается историческая традиция, поддерживается дух Петербурга, уникального города России, в центре которого соседствуют друг с другом русский православный и армянский храм, католический и лютеранский собор, синагога, буддийский дацан и мусульманская мечеть, заключает автор публикации. Весточка из прошлого. Весточка из прошлого или еще один неизвестный герой, так назвал свой материал автор публикации Абубакар Асаев. Материал начинается нестандартно, с обращения редакции газеты с просьбой помочь найти кого-либо из родственников солдата Великой Отечественной войны, еще одного неизвестного героя из чеченцев Алироева Хамида Дадиевича. Как отмечает автор, публикация с просьбой установить личность или найти родственника Алироева 1921 года рождения пришло на имя председателя Фонда «Народная память» Пивоваровой из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Далее письмо с краткими описаниями подвигов Алироева, приказами о представлении к наградам пришло в газету редакции «Вести Республики», которая газета в надежде на то, что кто-то из дальних родственников или близких родственников откликнется и напечатает. В приложенном к письму наградном листе к приказу руководящего бронетанковыми механизированными войсками 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта 20 октября 1944 года, по которому Алироев Хамид Дадиевич был награжден орденом Отечественной первой степени, значился лейтенант Алироев Хамид Дадиевич,
командир танка Т-34 танкового батальона 143-й отдельной нетанковой Невельской красноземенской бригады представляется к ордену Красное Знамя. В краткой справке к представлению отмечается, что чеченец Алироев призван по Тышским РВК Павлодарской области. Среди бумаг, полученных редакцией газет, есть и представление к ордену Отечественной войны второй степени. Оно датировано 12 октября 1944 года. На этом вся информация о славном боевом пути нашего земляка заканчивается. Нет данных, кто он и о том, где и как завершился славный путь героя. Возможно, что он брал Берлин, но нам об этом пока ничего не известно, резюмирует автор материала. Научный вклад чеченской девушки кавказоведения. Член-корреспондент Академии архитектурного наследия, профессор Международной академии архитектуры и почетный архитектор Российской Федерации Бесолов в статье «Научный вклад чеченской девушки в отечественное кавказоведение, историю и искусство» рассказывает об авторе книги о художественных творениях немецкого художника Теодора Горшельта, старшем преподавателе Чеченского государственного университета Зареме Абдулаевой. Как известно, немецкий живописец и рисовальщик Баталист Гольшельт провел на Кавказе 5 лет с 1858 по 1863 год. Был волонтером, участвовал во многих походах и экспедициях Кавказской войны в Чечне и Дагестане. По словам автора материала, это уникальное издание, выпущенное в свет книжным издательством «Гразиздат», начинается с обстоятельно изысканной, написанной Абдулаевой вступительной статьей, после которой помещена статья доктора Холланда. Затем следуют отдельные главы дневника Горшельта. Всего их 4, и завершает тематическим приложением картины и рисунки Теодора Горшельта. Дневник Теодора Горшельта, отмечает автор публикации, впервые переведен на русский язык и издан на 2 языках в России, точнее на юге России, и то, что особенно символично, в возрожденном городе Грозный, столице Чеченской Республики. Автор материала поздравляет Абдулаеву и редакцию книжного издательства с открытием и введением в научный обиход художественных творений и дневника знаменитого немецкого художника, отмечает, что молодым ученым и педагогам Чеченской Республики совершен научный прорыв всероссийской важности и значимости. Она изящной птицей управляла. В преддверии Дня чеченской женщины, который будет отмечаться ежегодно в 3 воскресенье сентября, газета «Вести Республики» продолжает публикацию зарисовок и очерк о чеченских женщинах-героинях прошлого и дней сегодняшних. На этот раз издание рассказывает о выдающейся летчице-испытателе Ляле Насухановой, которая, по утверждению автора публикации, поэта, заслуженного работника культуры ЧССР и заслуженного журналиста ЧР Адиза Кусаева, не попала в отряд советских космонавтов только по одной причине, потому что она родилась чеченкой. Этой женщине, пишет Кусаев, первой из чеченок, шагнувшей к звездам, о которой еще в 1963 году «Правда» писала: «Вот Ляля Насуханова, первая летчица-чеченка». Она летает над морями и над горами, устремляясь в небо к звездам. Летает и в ветер, когда даже орлы не осмеливаются подниматься в воздух. В этом году исполнилось бы 70 лет. Ляля Насуханова покинула этот мир в 2002 году в Северной Осетии, куда уехала от войны со своей небольшой семьей. И похоронена она там, а не на родной земле. Жаль, что молодое поколение помнит ее плохо или вообще не помнит, хотя звездная судьба и достойна лучшей доли. Ляля Насуханова летала и воспитывала молодых летчиков до ухода на пенсию и переходом на гражданскую работу. 22 года и 8 месяцев работала она в авиации. Последние 4 года была командиром звена реактивных истребителей МиГ-17. Она одна из немногих летчиц, имевших налет 2560 часов, то есть провела в воздухе более 17 суток, совершила около 100 прыжков с парашютом, обучила летному делу более 200 летчиков, которые с любовью назвали ее своей мамой или уважительно Ляли Андарбековна и своей счастливой судьбой. Автор пишет о том, что лично знал эту героическую женщину, восхищался и гордился ею, посвятил стихотворение «Верность небу». И имя ее и слава будут с нами всегда, потому что Ляля Насуханова была достойной дочерью чеченского народа, честью и величием его, заключает автор публикации. Война со времен сотворения мира считалась делом мужчин, но храбрые воительницы также были и остаются в истории каждого народа. Определенную известность в годы Кавказской войны получила и имя молодой девушки Таймасхи Моловой из чеченского села Гихи. В течение 10 лет она воевала против царских войск, являлась командиром чеченского отряда мюридов и славилась потрясающей храбростью и отвагой. Царские генералы не раз пытались разгромить ее отряд, но все было напрасно. Только через 10 лет им удалось схватить ее. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о яркой и изумительной судьбе легендарной воительницы Таймасхи Гихинской. История
истории чеченского народа немало примеров мужества и доблести воинов, боровшихся против завоевателей. О них сложены песни и написаны баллады. До сих пор помнятся их имена, и певцы воспевают величие их подвигов. Мало кто знает, что среди этих героических людей были и женщины-чеченки, сражавшиеся за свободу и независимость своего народа против произвола и бесчинств. Конечно, войны со времен сотворения мира считались делом мужчин, но храбрые воительницы также были и остаются в истории народа. Рассказывают, что в древние времена, когда враг нападал на чеченскую землю и мужчины готовились к ее защите, перед началом боя впереди войска выходила на белом коне самая юная, достойная, красивая девушка в белом наряде. И бой начинался только после того, как она пускала в сторону врага первую стрелу. Зачастую, когда у мужчин в бою уже практически не оставалось сил, девушка взбиралась на возвышенность и под веселые звуки гармонии танцевала в белом национальном платье. Таким образом, она поднимала воинский дух у соплеменников. Девушка танцевала до тех пор, пока ее не настигало вражеское оружие. Народная песня «Дади Юрт» воспевается образ бесстрашной Зазы, дочери Амира. После окружения селения царским войском она, взойдя на плоскую крышу и ударяя в медный таз, поднимала дух мужчин. Она стояла на крыше, стуча барабан до тех пор, пока не погибла, сраженная выстрелом от мортиры. История о женщинах аула Дади Юрт вообще до сих пор поражает воображение. В годы Кавказской войны, когда царские войска напали на мирное селение, военных поразила и восхитила отвага чеченских женщин. Бесстрашные воительницы Айбика, дочь основателя аула Дади Центароевского, с другими девушками игрой на медной чаре и песнями также вдохновляли защитников селения. Они помогали перевязывать раны и подносили боеприпасы. Когда у защитников аула кончились ружейные заряды и они ринулись в рукопашную, женщины селения также бросились кинжалами на солдат, героически принимая на штыки противника. Аул был уничтожен до основания. Среди захваченных в плен оказались и 46 молодых девушек. Во время переправы через Терек, не желая переносить унижение и надругательства в плену, они бросились в бурную реку, хватая и унося с собой своих конвоиров. Позору в этой жизни они предпочли смерть. Определенную известность в годы Кавказской войны получила и имя молодой девушки Таймасха Гехинской, или как ее называют Малин Таймас, или Таймасха Малова из чеченского селения Гехи. В течение 10 лет она воевала против царских войск, являлась командиром чеченского отряда мудюитов. Таймасха хорошо знала военное дело, и воины ее славились храбростью. Царские генералы не раз пытались разгромить отряд Таймасхи, но все было напрасно. Только через 10 лет им удалось схватить ее. Документы, повествующие об этой храброй женщине, хранятся в Государственном историческом архиве в городе Тбилиси. В те далекие времена военную границу протяженностью от Черного моря до Дербента называли Кавказской линией. Командующим войсками этого фронта был назначен генерал-лейтенант Голофеев. В его письме говорится о том, что 15 апреля 1842 года в Ингушетии, близ Большой Яндырки, чеченцы приняли бой с царским военным отрядом во главе с подполковником Сулимовским. Чеченскими отрядами руководил Ахверды Магома, в последующем ставший знаменитым наибом имама Шамиля. В его войске находилась и Таймасха со своим отрядом. Отряд Сулимовского при помощи регулярной милиции в том бою одержал победу. 23 чеченца попали в плен. Среди них была и Таймасха. Она попала в плен израненная и в бессознательном состоянии. Известно, что в том бою Таймасха была тяжело ранена в рукопашной схватке ударом вражеской сабли в голову. Кроме этого, она была ранена 2 пулями, нога несколько раз была проколота штыками. В том последнем бою Таймасха Гехинская, почти в бессознательном состоянии, стояла перед врагом, готовая сразиться в смертельном поединке, сжимая рукоять кинжала в одной руке и шашки в другой. Говорят, солдаты боялись к ней подойти и просто стояли в онемении перед вконец обессилевшей девушкой. Под конец, истощенная от потери крови, Таймасха упала без сознания на окровавленную землю, и только убедившись в ее беспомощности, противники посмели подойти к ней и забрать ее в плен. Пленного отправили во Владикавказ. Рассказывают, что повествующий о каждом сражении на Кавказе военный журнал попал в руки Николая I. В нем император нашел рассказ о пленении Таймасхи. Это имя было ему знакомо, в том числе и публикациями в журнале. Император отдал приказ военному министру привести к нему Таймасху в национальном костюме, в котором она воевала. Ни в одном документе не было сказано, что эта женщина сражалась, защищая свою землю. Они писали
«хищница», «хищнические набеги». И вот впервые из уст царя прозвучали слова «она воевала». Командующий войсками на Кавказе получил приказ как можно скорее доставить ее к царю. Девушку привезли из Владикавказа в Ставрополь, где к ней приставили казачьего урядника Федора Григорьева. Он должен был сопровождать бунтарку в Петербург. На станции приходилось время от времени нанимать новых лошадей. Для этого казаку выдали 75 рублей. При уряднике находился приказ генерал-лейтенанта Голофеева об оказании помощи этой женщине, поскольку она направляется к царю. Григорьеву поручили охранять ее, строго следя, чтобы она не сбежала с обозначенного пути, не сворачивать. Если женщина в пути заболеет, сопроводить ее в ближайший госпиталь и следить за ее выздоровлением. По прибытии в Петербург государь и его жена хорошо встретили Теймасу. Неизвестно, сколько времени она провела в Петербурге. Императрица подарила ей золотую цепь, осыпанную жемчугом. Из казны выделили 100 рублей. Существует легенда о том, что когда император спросил ее: «Если я тебя отпущу на свободу, ты прекратишь войну?» Теймаса, глядя прямо в его глаза, ответила: «Войну ведешь ты ее и начал. Если прекратишь войну, то и я прекращу сопротивление». Рассказывают, что Николай был ошеломлен умом и красотой девушки-полководца. В октябре Теймаску привезли в Ставрополь, и, судя по документам, она провела там 3 недели. Начальник штаба войск на Кавказской линии генерал-майор Траскин пишет 4 октября 1842 года начальнику левого фланга генерал-майору Фрейтагу: «Отправленная по желанию императора в Петербург, воевавшая более 10 лет против наших войск чеченская женщина Теймасха Малова, припровождена в Ставрополь корнетом князем Дюль-Алхазовым, кумыкским князем». В присланном из Петербурга письме не сообщается, где именно она должна содержаться в плену. Я отправляю ее с Алхазом в крепость Грозная. Однако нужно тщательно сторожить ее, чтобы она не сбежала в Чечню. Я отправляю письмо высшему начальству с вопросами, как и где ее содержать, после чего будет ясно, что с ней делать. С этим письмом и приехал кумыкский князь Алхазов в крепость Грозный, сопровождая Теймасху. Девушка стала жить в крепости, несмотря на то, что ее родное село было совсем неподалеку. К родным ее не пускали. 6 марта 1843 года Фрейгат отправляет рапорт генерал-майору Траскину, в котором ставит его известность, что отец Теймасхи и другие ее родичи живут рядом в селении Гихи. Этот аул недалеко от крепости. По-моему, этой женщине лучше было бы жить здесь, но ни одному человеку не удастся заставить ее тут остаться. Все время же ее охранять нет возможности, она сбежит, как только представится удобный случай. На мой взгляд, надо подумать над тем, чтобы отправить ее к отцу в Гихи. Кроме того, она из именитого рода. Царь и царица проявили большую доброту к этой женщине и обласкали ее. Нам полезнее отправить ее домой, чем держать здесь в крепости. Пусть она расскажет людям о царской милости. Содержание ее в крепости она почитает за насилие к себе. Этот рапорт попал в Тифлис командиру Кавказского корпуса, но он не согласился отпустить Теймасу. Отец и весь аул царская власть также не жаловала. Прошло еще немного времени. Из письма, отправленного 10 октября 1843 года командующим Кавказской линией генерал-лейтенантом Гурко, командиру Кавказского корпуса Недгарту, мы узнаем, что Теймасха все еще живет в крепости. Примерно в то же время начальник левого фланга Фрейгат направляет в Тифлис прошение Теймасхи. Среди кавказских начальников поднялся большой переполох. Недгард написал царю, что Теймасха обратилась к нему с этой просьбой. Император приказал подаренную царицей золотую цепь оставить у Теймасхи, выдать ей из казны 200 рублей. Пусть она говорит о нашей милости и привлекает к нам людей. Спустя некоторое время Теймасхи разрешили вернуться к отцу в Гихи. 24 апреля 1845 года из штаба Кавказской линии в крепость пришел запрос о дальнейшей судьбе женщины. Ответ был таков: Теймасха Малова живет вместе с отцом в селении Гихи, иногда приезжает в крепость. К сожалению, об этой легендарной женщине известно немного, и трудно что-то добавить к этому рассказу. В свое время поэт и прозаик Ильич Яхьяев написал о Теймасхе Гихинской исторический роман «Гихоя Теймасха». Автор на протяжении многих лет собирал материал для своего романа, работал в архивах. Роман был переведен на турецкий язык и издан в Стамбуле, но и он затерялся в суете событий 2 военных кампаний. Переиздание этой книги позволило бы молодому поколению узнать много интересного об истории чеченского народа. Тем не менее, Теймасха жила на свете, воевала за свой народ, и память о ней никогда не сотрется из истории народа, служению которому она и посвятила всю свою жизнь. Это была вся информация, которую мы хотели вам поведать. Мы встретимся с вами ровно через неделю. С вами был Валет Генаев. До свидания. До новых встреч.